У Пушкина есть такие строчки. Красавица 50 лет, у грации в отпуску и у любви в отставке. А мне 87. Так что я сегодня красавица. Есть секреты молодости. Расскажите. Между прочим, часто спрашивают. Первое – гены. А нам бы во мне не бердю, о меня молодо. Второе – любимая работа. Я и сейчас очень люблю свою работу. Третье – никогда никому не завидовала. Четвертое – одиночество. Это для творческого работника очень важно. Эмирова Адиле Медовна. У меня написано в документах, хотя все папу называли, отца называли Мемед. Ага. Я филолог, русист. Родилась в 1933 году в Ялте. Первый день, когда наши советские армия, войска ушли из Крыма и должны были вот-вот прийти немцы, по-моему, Ялту взяли, немецкая армия пришла, по-моему, в октябре или в ноябре. И 1 или 2 дня город был без власти, и все жители местные побежали грабить магазины, это можно так сказать. Просто разбивали витрины и забирали все, что можно забрать. И мы с сестрой, мне 7 лет, сестре на 5 лет больше, соседские девчонки, мы побежали в Ялту, прямо на набережную. Мы-то на окраине Ялты жили, а мы прямо на набережную. И там большой магазин, он и до сих пор там есть, «Пассаж» называется. Уже были взломаны все витрины, и ничего там уже не было. Но прямо на асфальте перед витриной валялись коробочки картонные, в которых были маленькие брошки в виде раскрытых чаек с раскрытыми крыльями, и из клюва у них висела маленькая пластиночка, на ней были написаны имена, мужские и женские. До войны это были очень модные сувениры из Ялты, понимаете? И я взяла целую коробку, а в ней на картонках было, наверное, штук 10 картонок, на каждой, например, 10, предположим, у меня было 100. Когда я принесла это домой, больше мы ничего с сестрой там не нашли, но мы же дети. И мама смеялась и говорила, кто твои брошки будет носить? Когда начался голод, после уже прихода немцев, и уже нечего есть, и все местные жители, кто как мог, кто с мешками за плечами, кто делал, папа сделал специальную тачку, одноколесную, ну, какой на стройках пользуются. Ходили на обмен в сельские районы Крыма. И папа взял, ну, что дома можно было, простыни, полотенца и мои брошки. И оказывается, на каждую брошку папе давали 1 яйцо. Тогда я была оправдана. Вот, это, так сказать, самые яркие до депортации впечатления. Когда нас выселяли, папы вообще, отца с нами не было, потому что, как вы знаете, перед депортацией, где-то за неделю, всех мужчин, взрослых и подросших детей за эти 3 года оккупации отправили в трудармию, и мама осталась с 3 детьми. Старше меня сестра Эмине, на 5 лет старше, я следующая и младшая сестра Алиме. Обе сестры мои скончались, и из нас 3 я пока еще вот живу и работаю. И мы попали в Узбекистан, Ташкентская область, Беговатский район, город, совхоз Дальверзин. И никто не смог мне тогда объяснить, и до сих пор, по-моему, никто не может объяснить, что такое Дальверзин. Это какая-то аббревиатура, сокращенное слово. 11-летние голодные дети. Я тогда этого не понимала. Но выросла я, конечно, все это прекрасно осознаю. И чувство, что это несправедливо, и огромная боль, она сидит. До сих пор я плачу,
когда что-то вспоминаю. До сих пор я плачу, когда читаю книги об этом. До сих пор я плачу, когда читаю рассказы и очерки ялтинского писателя. Он уже умер, Станислав Славич. Он так сочувствовал крымским татарам. Я поступила в Самаркандский университет после окончания школы на филологический факультет. Ну, и там были большие трудности. Как вы знаете, крымским татарам надо было получить тех лет, а я закончила школу в 1952 году, надо было получить разрешение спецкомендатуры, но спецкомендатура не местная давала разрешение, а местный комендант писал республиканскую спецкомендатуру в Ташкенте, и тогда надо было дождаться. И вот ответ оттуда пришел 19 августа 1952 года. Вы не знаете, молодые, но старшее поколение знает, что в те годы вступительные экзамены вуза начиналось с 1 августа. И если бы я не была бы медалисткой, я бы не поступила в университет. Училась на отлично, закончила отличницей круглой, и меня даже решили оставить на кафедре русского и общего языкознания. И я думала, так и будет. И вдруг, через какое-то время, мне объявляют, что мест вакансий, к сожалению, на кафедре нет. И сказали, идите в обл, как это называлось, в областное отделение по образованию. Вот, по образованию. И я пошла туда, и мне дали направление в далекую, то ли Сурхан-Дарью, Кишлак, то ли какое-то другое. Я каким-то образом смогла отцу передать, что вот меня назначили туда-то, мне надо уезжать. Он приехал как можно скорее, ну, наверняка через несколько дней, и пошел со мною в это областное отделение просвещения. И говорит этой женщине, которая там сидит, вот, ну вот так-то, оставили на кафедре, а потом вдруг так. И он выложил на стол коробочку, где были 2 флакона очень популярного тогда набора «Кремль». Они были сделаны в виде Кремлевской башни, 2 флакона, 1 одеколон, 1 духи. Но все это было в хорошей упаковке. Эта женщина без слов взяла и положила под стол, ну, куда-то туда ниже, коробку, и дала мне свободное распределение. Я получила, значит, возможность устраиваться где захочу. В 1969 году я защитила кандидатскую диссертацию на тему по русской фразеологии. Одна группа фразеологических единиц русского языка. И я решила, что буду писать докторскую по крымско-татарской фразеологии. Но это, как я сказала, были конец 70-х годов. И для того, чтобы эту тему докторскую утвердить, надо было ехать в Москву. И так как я решила по крымско-татарскому языку, я знала, что мне надо в Институт языкознания, отделение тюркологии и монголистики. И меня принял тогдашний руководитель отдела тюркологии Севортян Эрванд Владимирович, армянин ялтинского происхождения. Он, оказывается, жил в Ялте, может быть, и родился, этого я не знаю. И когда я пришла и сказала, я такая-то, он по фамилии видит, что я крымская татарка, он заговорил, он знал прекрасно крымско-татарский язык, ну и другие тюркские языки. И он заговорил со мной, ну, несколько фраз сказал, я ему ответила, и я ему сказала о своем желании. И он мне сказал так: даже если вы напишете эту докторскую диссертацию по крымско-татарской фразеологии, вам не удастся ее защитить. Конъюнктура не позволяет, сказал он, и я запомнила на всю жизнь эту короткую фразу. Он знал прекрасно, и я знала, как это делается. Крымским татарам, в общем-то, не очень охотно разрешали защищать диссертации, тем более по крымско-татарскому языку.
По-русскому я защитила, и никаких препятствий не было. Ну вот, и он сказал, и тогда я ему говорю, ну тогда мне придется написать и докторскую по русской фразеологии. И я написала диссертацию докторскую, которой я горжусь до сих пор, и я знаю, что это моя диссертация, известна всем фразеологам, и я даже вам скажу сейчас, всего мира. 91 год, апрель. И я выступила на конференции с первым докладом. Я написала первую статью про крымско-татарский язык. Но так оказалось, что я затронула в ней самые болевые точки, проблемы возрождения нашего языка, его изучения, его преподавания. И с тех пор я стала каждый год заниматься, помимо русистики, еще и тюркологии. И я написала учебник по крымско-татарской фразеологии, издала его, он уже есть. И это единственный первый учебник по крымско-татарской фразеологии. И я стала заниматься, это тоже проблема моей особой гордости, проблемами социальной лингвистики применительно к крымско-татарскому языку. Я сделала еще первый и единственный пока русско-крымско-татарский фразеологический словарь. В общем, и сейчас вот я подготовила к изданию монографию «Филологические этюды», в которых будут рассмотрены проблемы поэтики нескольких крымско-татарских писателей: Чингиздаджи, Эрвина Умерова, Назыма Хикмета, крымского писателя русского Станислава Славича, о котором я говорила. Я рассмотрела особенности творчества одного армянского писателя, и это я писала для себя еще в 70-х годах, но когда я оказалась здесь, на родине, в Крыму, а здесь у нас есть ведь армяне, есть армянское культурное общество, и я вспомнила, что у меня есть, и они напечатали в своем журнале. В мои руки случайно попал один роман Чингиза Дахджи. Я начала читать, и вдруг увидела там описание тех мест, в которых я родилась. А он родился в Гурзуфе, это рядом с Ялтой. И я узнала многие места. И на меня это так подействовало. И я, читая его, плакала, ну не скажу на каждой странице. Ну, а там очень много было таких. Это та книга, которую я взяла, это был не чисто художественный текст. Он случайно в мои руки попал. Я вообще о нем в Самарканде до приезда в Крым ничего не слышала. Но имя его было под запретом, табу было наложено на него. Конечно, родные, наверное, знали, что он проживает там-то. И, в общем, и это на меня так подействовало. Я стала искать его адрес, чтобы попросить разрешения переводить на русский язык. И никто мне не мог сказать в Крыму, ну это же начало 90-х годов, наверное, никто действительно не знал. Нечаянно на какой-то конференции оказался из Америки крымский татарин Мубиин, не помню фамилию, и я сказала ему, может быть, у вас случайно есть адрес? Он вытащил записную книжку, дал мне адрес в Лондоне, Чингиздаджи. Я написала ему, потому что я знаю, что переводить надо с разрешения автора, а если он не жив, то от его правопреемников. И мне сразу же пришел ответ. И он написал свое разрешение на русском языке. Там были ошибки, да, ну, он уже мог позабыть русский язык. Но он написал, я разрешаю такой-то Эмиров Адиле переводить. И я переводила. И издала, правда, очень поздно, когда представилась возможность. Роман издан в Крыму. Роман называется «Чингиздаджи в воспоминаниях». Я так перевела, у него называется «Хатыраларда Чингиздаджи». И в скобках подзаголовок «Язарын кенди калеминден», пером самого писателя я перевела. Мне, конечно, хотелось знать мнение самого автора. Чингиздаджи до конца жизни знал русский язык, говорил, но, я думаю, не очень хорошо, потому что ему не с кем было общаться. Жена-то у него полька, и дома они говорили только по-польски.
Я с ним переписывалась, его переписка у меня сохранилась. И я попыталась послать ему. И тут оказалось, что один человек из Симферополя едет в Лондон, крымский татарин, у которого там родственники живут. И я передала 2 экземпляра. И Чингиз Ага написал мне ответное письмо. Он написал: «Целую твои руки за книгу. Иллериню перем деп yazdı». И еще он писал так в письмах: «Наша с тобой книга, я по-турецки могу это сказать, лежит на столе рядом с дверью в мою спальню, и каждую ночь, идя спать, я глажу корку нашей общей, обложку нашей общей книги». Это дорогого стоит. Ему понравился мой перевод. Мне пока трудно судить о том, что будет, если последний крымский татарин вдруг не будет знать крымско-татарского языка. Я думаю, какое-то время еще, но мне кажется, что крымско-татарский язык находится в очень большой опасности. Я об этом, как я говорила, это социолингвистическая проблематика. Написала более 100 работ по этой проблеме, и я об этом откровенно говорила и писала, и выступала на конференциях и в Санкт-Петербурге, и в Москве, и Московское радио брало даже у меня интервью о языковой ситуации в Крыму в свое время. В первые годы, когда я здесь появилась, а я уже живу 30 лет в Крыму, и когда было мало очень крымских татар здесь, и они не имели возможности жить более-менее компактно, дисперсно, эти поселки крымско-татарские и более-менее тесное место жительства появилось со временем, но не сразу. Тогда я очень боялась, и действительно я думала, что если мы перестанем говорить на крымско-татарском языке и не поддержим его в научном плане и в плане образования школьного и вузовского, то мы потеряем язык. И сейчас, я хочу сказать, он находится в состоянии опасном. Вот за эти 30 лет я вижу, сначала появились школы, вы знаете, их было 14, так называемых с крымско-татарским языком обучения, и сейчас они несколько переклассифицированы, по-моему, они сейчас имеют статус общеобразовательных школ, специальных крымско-татарских, мне кажется, может быть, если осталось всего несколько, но, тем не менее, есть такая проблема. Можно в любой школе общеобразовательной изучать крымско-татарский язык и литературу, естественно, потому что это неразрывные процессы языка и литература. Но для этого надо, чтобы крымские татары отдавали детей в школы, в эти классы специальные, или в эти школы, которые до сих пор у нас есть, с крымско-татарским языком обучения. И для этого нужны заявления родителей. А почему так происходит, что многие дети, родители не пишут заявления, не отдают детей своих, и не только в классы, а просто как предмет изучать родной язык? Потому что они говорят, мы сами плохо владеем языком, и у нас по некоторым подсчетам от 20, по другим до 40% смешанных семей, в которых не говорят или говорят в основном по-русски, и это понятно. Поэтому родителей понять можно, но должно же превалировать чувство любви к своему языку, к своей родине, к своим корням. Я-то вообще-то думала, и до сих пор так думаю, что надеяться на родителей, можно, но это очень сомнительный способ сохранения языка. Вот я считаю, что если бы разрешило Министерство образования или в Крыму приняли такой закон, обучать родному языку хотя бы 4 года начальной школы. При этом меня спрашивают сразу коллеги, русисты, например, а что, все должны изучать русский язык? Но мы с вами знаем, что до войны в Крыму все изучали крымско-татарский язык, независимо от национальности. Так как ситуация изменилась, и я говорю, нет, почему же?
Теперь я говорю так, а в начале за 30 лет я тоже думала, что надо ввести крымско-татарский язык как язык коренного народа. Я думаю, что можно, как делают в других субъектах Федерации Российской, разделить класс на группы. Пусть одни идут изучать. Это будет урок родного языка. А Конституции нашей, и российская, и крымская, поддерживают и говорят, что необходимо изучать родные языки, но по заявлению родителей. Вот можно в начальных классах, я считаю, я предлагаю во всех своих статьях, просто их читают же только ученые, понимаете? Я могу пожелать или посоветовать то, что лежит на поверхности, не забывать, кто ты есть. Надо знать свои корни, тогда ты чувствуешь в жизни больше уверенность, не перелетной какой-то случайной птицей, и ты делаешь больше для этого места, которое ты считаешь своей родиной. Это для всех, это универсальная потребность и универсальная тенденция должно быть, но не очень это удается реально претворять в жизнь. И я советую своим соотечественникам. Вот вы видели, я плачу, когда я вспоминаю. Да, я это видела, я через это прошла, я здесь родилась. Я говорю даже так, мое тело сделано из микроэлементов Крыма, потому что мои родители ели вот эту пищу, которая росла в Крыму, и передали ее мне. Может быть, это с научной точки зрения не очень верно, но это понятно. И это меня держит на земле. И я могу лучше работать для всех, кто живет на этой земле. И я советую обязательно изучать родной язык. И меня очень удручает ситуация, когда в семье есть старики, бабушки и дедушки, но они тоже не говорят на родном языке, а владеют в какой-то мере. Для бытовых нужд этого достаточно. Пусть будет так. Захочет ребенок, когда вырастет, изучать более глубоко, пусть поступает на крымско-татарские отделения, факультеты, они есть у нас в 2 наших университетах, и в КФУ, и в КИПУ. Эта мысль жить на родной земле, это очень важная и жизнеутверждающая, так сказать, идея. В составе национальной идеи должен быть еще разные пункты. И вот следующий пункт, кроме изучения родного языка, и не только изучить родной язык, но немножко знать историю свою, этногенез своего народа. Кроме этого, стремиться к знаниям на уровне современных требований образования. И тут неважно, на каком языке вы получите это образование, но вы должны быть культурным, образованным человеком. Рождение и смерть – 2 золотые точки, а между ними жизнь, упругая струна. И я иду по ней, мне тяжело, нет мочи, но я иду, тревог и радости полна. Как долго я жила с Родиной в разлуке, как долго я ждала ее вестей благих. И вот вернулась я, и кончились все муки. О, Родина моя, я здесь, у ног твоих. И не нужны теперь мне наслаждения рая. Прижми к своей груди, утешь и успокой. Блажен, кто родился в чудесном этом крае. Блажен, кто здесь найдет последний свой покой.